Всем привет, друзья! С вами я, адвокат Таир Насханов. Ситуация с коронавирусом потихоньку в мире, судя по новостям, начинает стабилизироваться. Тетрис гибрисус, или как его там, уже поменьше выступает. И ситуация, связанная с коронавирусом, начинает потихоньку спадать. Чего не скажешь про нас. У нас начался свой коронавирус, по-казахски. Ушло в небытие ЧП, и с ним 42 500, но появились персонажи, которые, по их мнению, должны воплощать карантинные меры. Вот, например, недавно вышло постановление главного государственного санитарного врача. Очень любопытный документ, скажу я вам, друзья. Например, то, что согласно этому постановлению сотрудники других ведомств, в частности правоохранительных, могут карантинные меры ужесточать по своему усмотрению. Это что ж получается, что чиновник одного ведомства может говорить, что делать чиновникам другого ведомства, которые ему, собственно говоря, не подчиняются. Есть еще любопытные моменты в этом постановлении. Например, если сравнить школу, в ней есть директор, он издает приказы. У него в прямом подчинении работает завуч по воспитательной работе. Так вот, может ли завуч издавать приказы, как, например, директор, или даже круче? Конечно же нет. Так почему получается здесь, где главный государственный санитарный врач находится в прямом подчинении у министра здравоохранения, дай бог ему здоровья, и причем эти постановления по силе своего исполнения или обязанностей круче, чем если бы это сделал министр здравоохранения. Кроме того, есть нестыковка по иерархии нормативно-правовых актов. Мы с друзьями, моими коллегами, специально посмотрели, где находится это постановление главного санитарного врача в ступенях подзаконных или нормативно-правовых актов. И что интересно, мы такого документа или нормативно-правового акта, как постановление главного государственного санитарного врача, не нашли. Что же это получается? Какая-то скачка идей, или, выражаясь медицинским языком, фуга идеарум. С вами был я, адвокат Таир Насханов. Недавно стал близким к медицинскому закулисью. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. До свидания.